Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Сергей Гаврилевич, здравствуйте. О текущей ситуации с лесными пожарами. Доброе утро. Сегодня на территории республики проводятся работы по тушению 8 лесных пожаров на общей площади 141 тысяч гектар. Всего действует на территории республики 29 лесных пожаров на общей площади 232 тысячи гектар. Из 8 пожаров, которые проводятся работы по тушению, локализовано на сегодня 3 пожара. Это в 3 районах республики на общей площади 104 тысяч гектар. Также у нас за отчетный период ликвидировано 10 природных пожаров и также вновь обнаружено 10 новых пожаров. Это в зоне контроля, в том числе в зонах обслуживания. Это в Хангаласском районе, Усалданском и Вилюйском районах. Всего на тушение лесных пожаров у нас задействовано 334 человека и 23 единицы техники. Также задействована авиация. Вчера авиация работала в Нюрбинском районе, это вертолет Ми-8, на тушение лесных пожаров. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. Центр опережающей профессиональной подготовки республики объявил набор слушателей на курсы по программе. В стране могут появиться новые схемы лечения коронавируса. Российских паралимпийцев, вернувшихся из Токио, чествовали у стен Кремля. В числе них якутянка Степанида Артахинова. Глава республики Айсен Николаев посетил село Бяськёль горного района. Он ознакомился с ходом восстановительных работ, возведения хозяйственных построек, в том числе коровников. Также он встретился с добровольцами молодежки Общероссийского народного фронта. Около 100 волонтеров из 19 регионов страны уже неделю работают с населением села. Среди добровольцев имеются специалисты разных профилей – психологи, медики, юристы и профессиональные строители. Айсен Николаев поблагодарил волонтеров и пожелал всем удачи. Что касается строительства, то на сегодня подготовлен фундамент коровника на 100 голов. Работы проводят 10 подрядных организаций, 34 благоустроенных дома под ключ планируют ввести в эксплуатацию 15 октября текущего года. На сегодняшний день возводятся 18 домов из цельных деревянных панелей. Сейчас мы в Бяськёле строим 10 домов из панелей МК. Сейчас все сваи установлены в 10 домах, каркас установлен в 7 домах. Вот, сами видите, это первый дом. Сейчас уже внутренние работы и эти, крыша идет. Стройматериалы полностью привезены. Вчера привезли утеплитель. Сейчас начнем утеплять пол и потолок. Регионы Дальнего Востока и различные ведомства подводят итоги прошедшего Восточного экономического форума во Владивостоке. В итоговой онлайн-конференции принял участие заместитель председателя правительства Российской Федерации, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также журналисты из разных регионов Дальнего Востока. Отмечается, что на площадках форума подписано рекордное количество соглашений и меморандумов. Инвесторы проявили большой интерес к участию в развитии территорий. Во время итоговой онлайн-конференции журналисты смогли задать интересующиеся вопросы по работе форума и по развитию регионов Дальнего Востока. Набор слушателей на курсы объявляет Центр опережающей профессиональной подготовки республики. Он стартует уже с середины сентября. Всего на выбор предлагается более 100 образовательных программ. Это такие, как графический дизайн, интернет-маркетинг, социальная работа, охрана труда и так далее. В этом году по данной программе должны охватить более 1000 человек. Все они должны также в последующем трудоустроиться. Напомним, данная программа на территории региона реализуется
с июня месяца в рамках федерального проекта «Демография». В городе Якутске сегодня, 6 сентября, планируется запуск отопления непосредственно в жилые фонды, социальные учреждения. Отопительный сезон у нас начался с 1 сентября. Основной задачей сегодня у энергетиков является это непосредственно восстановление линии электропередач ВЛ-110 киловольт по направлению Хандага-Чурапча. Я напомню, в результате лесных пожаров у нас там пострадало более 110 опор линий электропередач. По состоянию на сегодняшний день задействовано 4 подрядные организации, более 11 единиц техники и порядка 60 человек персонала. Аварийно-восстановительные работы ведутся в плановом режиме. К следующей неделе мы планируем, соответственно, завершить эти аварийно-восстановительные работы и обеспечить по постоянной схеме электроснабжения наших основных потребителей. В Минздраве обновят методические рекомендации по лечению COVID-19. Отмечается, что в новой 12-й версии могут появиться альтернативные схемы лечения, а также недавно зарегистрированные препараты, которые не предназначены для лечения коронавируса, но имеют эффективность. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. По его словам, в списке появятся препараты, которые уже используются в России. Также в перечень могут попасть лекарства, вновь зарегистрированные в стране. В Якутии родители могут записать детей на дополнительные секции и занятия онлайн через портал «Навигатор дополнительного образования». Он создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Абсолютно все, что есть в республике, есть в «Навигаторе». Как работает площадка и в чем плюс дистанционной записи, узнаем в сюжете наших коллег. В этом году рисовать, учиться танцевать и вышивать перед монитором не придется. Секции дополнительного образования будут работать в очном формате с соблюдением антиковидных мер. Группы по 15 человек. В Центре дополнительного образования СРГ в этом году появились новые кружки. Современная хореография, черлидинг и графический дизайн. Записать ребенка на эти занятия и не только нужно через навигатор дополнительного образования. Родитель регистрируется в системе, записывает своего ребенка на определенный кружок, который сам выбирает. Уже педагоги, администратор увидит запись, и потом они приходят, заполняют заявление, согласие на обработку данных, и все, и у нас ребенок ходит, или взрослый ребенок ходит на кружок. Дети, которые уже ходили в кружок, числятся в системе. Никаких заявлений подавать не нужно. Для тех, кто приходит впервые, регистрация обязательна. По факту прийти и заниматься теперь нельзя. Вас не допустят. Такая система помогает регулировать нагрузку преподавателей. На ставку 60 детей. Если мест нет, вы отправляетесь в резервный список. Есть плюсы и для родителей. Не нужно никуда ходить и ломать голову с выбором кружка для ребенка. С одной стороны, это большая возможность каждому родителю ознакомиться с программой, допустим, кружка, в который они хотят пойти. У нас это программа спортивной подготовки. В программе, в этом интернет-ресурсе уже указан возраст для зачисления в секцию, да? Срок обучения по выбранному виду спорта, срок обучения на начальной подготовке, на учебно-тренировочном этапе и общий. В Ленский район новшество пришло в мае. Тогда в конце учебного года зарегистрировать всех детей не получилось. Пока что в спортивных секциях официально числится более 30% детей. Задача каждого учреждения в ближайшие месяцы – выйти на 100% уровень. Выбрать секцию для своего ребенка вы можете на сайте навигатора дополнительного образования Республики Саха-Якутия. Здесь выбираете район, организацию, направленность, возраст и особенности ребенка. В рекомендованном списке вы можете посмотреть описание преподавателя, расписание или оставить отзыв о секции. Затем нужно зарегистрироваться и подать заявку. Ответ придет в течение 3 дней. Также на сайте можно создать портфолио ребенка, а в сентябре-октябре в навигаторе появятся дистанционные конкурсы, форумы и слеты для школьников. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Разработаны регламенты назначения пособий на детей. Они должны будут поступать в 10-дневный срок после подачи заявления в Пенсионный фонд России. Напомним, что новые пособия были введены с 1 июля. Первый вид выплат предназначен родителям или законным представителям ребенка, если человек вынужден воспитывать детей в одиночку. Средний размер пособия по стране составляет 5600 рублей.
Бронзовую призерку 16-летних Паралимпийских игр якутянку Степаниду Артахинову вместе с другими победителями Паралимпиады чествовали в Москве. Праздник спорта прошел в самом сердце страны у стен Кремля. Болельщики встретили триумфаторов яркой концертной программой, российскими флагами и, конечно, государственным гимном, которого им так не хватало в Токио. О том, как это было, смотрите в материале Айсены Бурнашовой. Российские паралимпийцы завоевали 118 наград, 36 из них высшей пробы. И сегодня Красная площадь, вся Москва чествует своих победителей и призеров. Вот они стоят на сцене. 9 лет мы этого ждали. Несмотря на все сложности, минуя все испытания, наши паралимпийцы доказали, они лучшие в мире. Рекордное количество наград, 4-е место в общекомандном медальном зачете. 17 раз российские паралимпийцы обновляли рекорды в Токио. И сегодня Красная площадь дружно скандирует чемпионам «Спасибо». Я видел, как вы хотели сначала попасть туда, победить, и вы это сделали. Вы не только олимпийские чемпионы или призеры, вы люди, которые ярчайшим примером являются для всех нас. В тяжелой схватке за медали под палящим солнцем Токио собраться и показать лучший результат удел настоящих победителей. На трибунах японских арен из-за ковидных ограничений не было зрителей, но паралимпийцы все же чувствовали поддержку болельщиков. Держала связь с родными и завоевала бронзу, делится якутянка Степанида Артахинова. В смешанных соревнованиях по стрельбе из лука вместе с Баиром Шигаевым они победили команду Ирана со счетом 153-151. Мы ждали это 9 лет целых, да, но прошло очень и очень все быстро. Опомнилась уже все, что ли, подумала. Так, конечно, я не верила, пока я не начала стрелять квалификацию, потому что, мало ли, все равно, что вот эти ковидные ограничения, мы каждый день сдавали пробы, и все равно какой-то страх был. Безграничная сила воли и твердость духа позволили спортсменам выдержать непростое время. Сначала пропущенные игры в Рио, затем наложенные санкции на государственную символику в Токио. Но теперь напряженная борьба позади. Нашим чемпионам нет равных. Не за горами и следующая Паралимпиада в 2024 году во Франции. Ну а пока у триумфаторов отдых. По приезду в Якутск первым делом Степанида Артахинова планирует обнять своих родных и близких. Не было понимания, что вообще произошло, да, но все равно я не эмоциональный человек, чтобы там что-то кричать. Так, сама по себе радуюсь и благодарю всех. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. На этом выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Еще больше новостей на наших сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.